как рекламу не хочу продвигать. Раз TikTok'ta ведь если помните, давайте туганлардың бір TikTok'ым ябық, икенче TikTok'ка керегіз дедім, бір кім кірмей. Журналға мен мұны даже айтасым да келмейінді. Ну, когда-нибудь, может, обнаружите меня в ТикТоке, в новом моем канале, и кому интересно, подпишитесь. Былай, теге, ялынған кебек баласым келмей, короче. Ялынасым да келмей, потому что, как говорится, кому интересно, керегіз, не интересно, кірмегіз. Но бірінші TikTok'ка мен уже кірмеймін. Так что шулай. Так, вообще я криптан. Президентство это так, для души. Трамп. Ну, само собой, ике мәртәбә сынған бизнеста Трамп, онарға, как говорится, так скажем, білесіңбі, кешедә акча күп булса, ул президент буласы килә. Бүтін жерден башлық боласы келеді. Дүнияны башлық болырға может ол даже, блин. Бүтін дүнияны, как говорится, шундай нәфс, кешеде нәфс уяна шундай. Ну, конечно, как говорится, ему это президентство просто, это, так скажем, блядь, развлечение, блядь, нахуй, покомандовать, так скажем, блядь, побороться, покомандовать, ну, грубо говоря, хуйней пострадать, блядь. И плюс еще, блядь, ладно, ему было бы лет, допустим, примерно как нам, да, 38, хуй с ним, а ему 78, блядь. Ну, инәңсігім, бар бетінде кит нахуй. Бар, башқа яшьләргә бир, блядь. Юк, нәфс, блядь, нахрен, не дает, блядь. Шулай ук Эмомали Рахмон, шулай ук, блядь, нахрен. Тукайға да не молодой, Путин. Бүтін куттак башлар, блядь. Эрдоганға 70 екен, ушым китті бір күні ишетіп. Эрдоган ташаққа 70. 70, мына инді қарағыз. 70, ол үтсіккен Эрдоган неше яшта келгені, блядь. Лет, наверное, 45, наверное, или 50 пришел во власть. Неше ел уже утра. Ул нәрсәкә түгелме? Этот Дегрот, нахуй, как это, сука, который захватывает власть, блядь. Он там что сөзіне, блядь. Ну, шундый ук, нахуй, түгелме инде, блядь. Который вот Узбекистанда утырды Каримов. Такая же хуйня, блядь. Эрдоган такой же хуй, блядь. Гестапо, блядь. Такой же, блядь. Сейчас наблюдаю такой ажиотаж вокруг крипты, какой еще не было. Главный индикатор. Звонят знакомые, которые никогда не интересовались битком, даже когда он пробивал 100, и спрашивают, как поучаствовать во всем этом трампобесии. Поэтому несколько советов. Во-первых, нет ничего хуже, чем покупать, потому что покупать все это всегда приводит к убыткам. Во-вторых, спешить некуда, впереди 4 года, команда Трампа только начинает великий криптопереход, и все самое интересное ждет нас впереди. Думаю, в отношении крипты Трамп еще неоднократно сменит гнев на милость и обратно, что будет неизбежно приводить безумным взлетам и падениям. Такой уж у нового президента США стиль ведения дел. Поэтому сейчас самое главное это не успеть купить, а сохранить кукуху и деньги. Они еще понадобятся. И в-третьих, подпишитесь на мой канал. Какой-то нахуй. Поскольку лучшего канала об инвестициях... Короче, рекламирует свой канал. Нахуй его. Так что вот такая тема. Так. Идем дальше. Это так просто поверхностно, уж заходить в контакт не будем. Башкирия онлайн. Осторожно, жесткое видео. Школьник загорелся на крыше вагона. 17-летний подросток под Оренбургом загорелся на электричке или на чем-то, блядь, нахуй. Долбоеб по крышам электричек бегал, блядь, и ебануло его нахуй. 380, наверное, или сколько там нахуй. И все, сгорел на месте, блядь. Так что у Нижнего Штык, все, пепел. Can you ride a bicycle? Yes, I can. Can you throw a ball? No, I can't. Can you ride a bicycle? Yes, I can. Can you throw a ball? No, I can't. Can you ride a bicycle? Yes, I can. Can you throw a ball? No, I can't. Can you ride a bicycle? Yes, I can. Can you throw a ball? No, I can't. Так. Ну да, ну этот Невзоров. Радость в Палестине. Короче говоря.
пишет видосики там как бы за троих там 1000 человек что ли поменяли палестинцев, что-то такое. Так, на одном из видео события 7 октября 2023 года, о котором мир предпочел забыть. На других радость простых мирных газовчан от возвращения Хамаса. Этим людям ЕС направляет сейчас $20 миллионов денег европейских налогоплательщиков, в том числе евреев. Невзоров, как мы поняли, еврей. Рахмат. Как мы поняли, еврей, и этот еврей, да, конечно, будет, как говорится, там вот такие подъебушные такие комментики, блядь, писать, как говорится. Ну, и мы умеем, как говорится, подъебывать. Аллах верса Башкортостан для Татарстан, когда независимость получит свою, иншаллах, мы, если когда-нибудь добьемся этого, мы также будем помогать обязательно всем мусульманским странам. Обязательно. И у нас позволяет и нефть, и золото, все у нас позволяет. Главное, во власти, как говорится, контроль будет жесткий, крыс нахуй будем сразу ликвидировать, коррупции, само собой, не будет. Поэтому пока мы терпим. Тут что? Ну, это 3 заложницы, короче. 3 заложницы, это 22, там 20 что-то, возраста говорили, там одной, короче, 2 пальца отрезали, блин. Что отрезали, зачем отрезали? О, Латиф Салям. Кому, зачем отрезали? Хз, короче. 3 заложницы встретились с мамами. Всех их похитили террористы 7 октября 2023 года. Одна из них лишилась 2 пальцев. Байден выступил с заявлением о том, что следующим шагом будет отстранение Хамаса от власти. И этот шаг, видимо, он доверит совершить Трампу. Вот этот момент я как бы комментировал уже в телеге сегодня. Как раз здесь тоже добавлю. Вот этот момент понравился мне. Следующим шагом будет отстранение Хамас от власти. Вот безде де Башкортостанда һәм Татарстанда шулай булырга тиеш. Следующим шагом в этом году, вот вместе давайте начнем вот с этим шагом, вот этим высказыванием насчет Хамаса. В этом году мы должны будем уничтожить Путина. В идеале к 80-летию Дня Победы 1945 года. К 9 мая мы должны уничтожить Москву. Вот наша задача. Понимаете? Уже, так, грубо, февраль, март, апрель. Еще холда. 100 дней до приказа. Жердакебек. Вот 100 дней, грубо говоря, осталось, блядь, у нас сформировать войска по 50 тысяч с каждого региона. И расхуярить, как говорится, раскуташить, блядь, как говорится, понимаете? Вот в этом, как говорится, будет у нас победа. Вот это будет счастье. Не то, что там вот эти троих выпустили, там у них, ого, счастье. И там 1000 этих. У нас дохуя. Вся в Башкортостане, Татарстан, Россия, блядь. У нас 150 миллионов, если уж на то пошло. Из них, конечно, 75, конечно, есть только. 75 нету, это так. 75 миллионов, как, короче, рабов, блядь. 75 миллионов рабов, блядь, нам надо освободить, понимаете? Какая задача у нас. А нам надо всего лишь собраться по 50 тысяч с каждого региона. Как говорится, ну, 150-200 тысяч нормально будет Москву, как говорится, трахнуть. Так, ладно, это вы, наверное, видели 1000 раз, смотреть не будем. Нахуй, радость у них, не радость, блядь. Само собой, блядь, нахуй. 1,5 года в заложниках посиди, блядь. Какая нахуй не радость будет? Конечно, радость, блядь, нахуй. Радость, конечно, блядь, нахуй. С тюрем, блядь, Алсынов или там кто-нибудь выйдет, там, Сиксян Башкорт оттуда выйдет. Конечно, радость будет. Такая же радость будет, блядь. Год, день, да, хоть один день в тюрьме, это уже радость, когда ты выходишь, блядь. Это пиздец, нахуй. Утармаган оңнамын да анау, блядь. Так. Ну, чуть-чуть послушаем, не знаю, этот рязанский митрополит, блядь, что-то опять надо, этот бурагозит. Рязанский митрополит назвал антивоенно настроенных россиян поколением иждивенцев. Оказывается, это все, оказывается, уже